Добрый день! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня с вами Есева Валентина Ивановна и Скорнякова Елена Васильевна. Тема нашего занятия по жестовой речи – праздники. Сначала мы с вами познакомимся со словами, общими по данной теме. Первое слово – праздник. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Елена Васильевна, еще раз покажите. Теперь давайте покажем это слово вместе. Праздник. Следующее слово – подарок. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Подарок. Теперь покажем вместе. Подарок. Поздравить. Внимательно посмотрим еще раз. Поздравить. Теперь покажем вместе. Поздравить. Пожелать. Еще раз посмотрим. Пожелать. Покажем вместе. Пожелать. Открытка. Открытка. Еще раз посмотрим. Открытка. Покажем вместе. Открытка. Цветы. Еще раз внимательно посмотрим. Цветы. Покажем вместе. Цветы. Сюрприз. Внимательно еще раз посмотрим. Сюрприз. Покажем вместе. Сюрприз. Эти слова нам пригодятся, да? Нужны будут по всем темам, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Первый праздник – Новый год. Новый год – самый волшебный и любимый праздник. Давайте еще раз посмотрим перевод этого предложения. Новый год – самый волшебный и любимый праздник. Теперь попробуем перевести вместе. Новый год – самый волшебный и любимый праздник. Взрослые и дети ждут его с нетерпением. Взрослые и дети ждут его с нетерпением. Еще раз внимательно посмотрим перевод. Взрослые и дети ждут его с нетерпением. Теперь попробуем вместе. Взрослые и дети ждут его с нетерпением. Люди к нему готовятся, украшают елку,
покупают подарки для родных и друзей. Люди к нему готовятся, украшают елку, покупают подарки для родных и друзей. Еще раз посмотрим жестовый перевод. Люди к нему готовятся, украшают елку, украшают елку, покупают подарки для родных и друзей. Теперь не спеша, спокойно попробуем вместе с Еленой Васильевной перевести это предложение. Люди к нему готовятся, украшают елку, покупают подарки для родных и друзей. Теперь посмотрим, какое можно составить поздравление. Поздравление. С Новым годом! Еще раз. С Новым годом! Вместе с нами. С Новым годом! Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Попробуем перевести вместе. Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, успешными. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, успешными. Давайте полностью это поздравление переведем на жестовый язык. С Новым годом! Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, успешными. Следующая тема. 7 января. Рождество Христово. Наступило долгожданное Рождество. Еще раз давайте посмотрим. Наступило долгожданное Рождество. Слово Рождество давайте еще раз посмотрим, Елена Васильевна. Рождество. А теперь вместе повторим предложение. Наступило долгожданное Рождество. Рождество – древний праздник.
Рождество – древний праздник. Давайте посмотрим жест древний. И повторим вместе предложение. Рождество – древний праздник. Предложение скажем вместе. Рождество – древний праздник. Я очень люблю Рождество. Я очень люблю Рождество. Еще раз посмотрим. Я очень люблю Рождество. Теперь переведем вместе. Я очень люблю Рождество. Посмотрим, какие можно перевести поздравления с Рождеством Христовым. Поздравляю с Рождеством Христовым. Поздравляю с Рождеством Христовым. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Поздравляю с Рождеством Христовым. Теперь покажем вместе. Поздравляю с Рождеством Христовым. В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, крепкого здоровья. В этот светлый праздник желаю мира, добра, любви и счастья, благополучия, крепкого здоровья. Переведем это предложение вместе. В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви, счастья, благополучия, крепкого здоровья. Теперь вместе с Еленой Васильевной еще раз скажем это предложение. В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви, счастья, благополучия, крепкого здоровья. Теперь еще раз все поздравления сразу. Поздравляю с Рождеством Христовым. В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви, счастья, благополучия, крепкого здоровья. Следующий праздник. 23 февраля. День защитника Отечества. Давайте еще раз название праздника. День защитника Отечества. Давайте вместе правильное название праздника пока. День защитника Отечества. — 23 февраля – это великий день. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, это предложение. 23 февраля – это великий день.
Теперь покажем это предложение вместе. 23 февраля – это великий день. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищал свою родину от врагов, и тем, кто несет ответственную службу. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищал свою родину от врагов, и тем, кто несет ответственную службу. Елена Васильевна, давайте покажем отдельно слово «родина». Родина. Спасибо. А теперь еще раз скажем это предложение вместе. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищал свою родину от врагов, и тем, кто несет ответственную службу. Поздравления с Днем Защитника Отечества! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Скажем вместе. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! От всей души желаю крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, успеха во всех начинаниях на благо Отечества. Успехов во всех начинаниях на благо Отечества. Оптимизм. Покажите, пожалуйста, еще раз жизнь. Оптимизма. Оптимизм. Отдельно пока. Спасибо. Теперь еще раз посмотрите внимательно, пожалуйста, как переводится это предложение. От всей души желаю крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, успехов во всех начинаниях на благо Отечества. Теперь переведем это предложение вместе. От всей души желаю крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, успехов во всех начинаниях на благо Отечества. Всем мужчинам желаю успехов и уверенности в завтрашнем дне. Всем мужчинам желаю успехов и уверенности в завтрашнем дне. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, как переводится это предложение. Всем мужчинам желаю успехов и уверенности
в завтрашнем дне. Переведем вместе. Всем мужчинам желаю успехов и уверенности в завтрашнем дне. 8 марта – Международный женский день. Еще раз давайте посмотрим жест международный. Отмечая 8 марта, мы выражаем свое уважение женщинам и показываем, как они важны. Отмечая 8 марта, мы выражаем свое уважение женщинам и показываем, как они важны. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, как переводится это предложение. Отмечая 8 марта, мы выражаем свое уважение женщинам и показываем, как они важны. Теперь вместе переведем это предложение. Отмечая 8 марта, мы выражаем свое уважение женщинам и показываем, как они важны. Женщины – это мамы, жены, сестры, бабушки, подруги. Елена Васильевна, покажите еще раз два жеста: жены и сестры. Жены, сестры, сестры. Спасибо. Теперь еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, перевод полностью предложения. Женщины – это мамы, жены, сестры, бабушки, подруги. Переведем вместе. Женщины – это мамы, жены, сестры, бабушки, подруги. Роль женщины в обществе огромна. Роль женщины в обществе огромна. Внимательно посмотрите, пожалуйста, перевод. Роль женщины в обществе огромна. Елена Васильевна, отдельно покажите, пожалуйста, в обществе, общество. Спасибо. Теперь еще раз посмотрите, как переводится предложение полностью. Роль женщины в обществе огромна. Переведем вместе. Роль женщины в обществе огромна. Поэтому каждый год в этот весенний праздник мы дарим им цветы, подарки, приятные сюрпризы. Поэтому каждый год в этот весенний праздник мы дарим им цветы, подарки, приятные сюрпризы.
Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Поэтому каждый год в этот весенний праздник мы дарим им цветы, подарки, приятные сюрпризы. Покажите, пожалуйста, слово «цветы» отдельно. Как переводится? Цветы. Спасибо. А теперь вместе переведем это предложение. Поэтому каждый год в этот весенний праздник мы дарим им цветы, подарки, приятные сюрпризы. Поздравления! Международный женский день. Желаю всем женщинам добиваться совершенства во всем, быть хорошей хозяйкой, незаменимым сотрудником, ласковой женой, любящей мамой, заботливой дочерью и просто счастливой женщиной. Большое предложение. Международный женский день. Желаю всем женщинам добиваться совершенства во всем, быть хорошей хозяйкой, незаменимым сотрудником, ласковой женой, любящей мамой, заботливой дочерью и просто счастливой женщиной. Так, тут тоже есть трудные слова. Давайте покажем отдельные жесты. Совершенство. Еще раз можно? Совершенство. Так, хозяйка. Сотрудник. Так. Дочь. Тоже достаточно трудные жесты. Ну, счастливая женщина. Все понятно. Теперь еще раз внимательно посмотрим перевод этого большого трудного предложения. Международный женский день. Желаю всем женщинам добиваться совершенства во всем, быть хорошей хозяйкой, незаменимым сотрудником, ласковой женой, любящей мамой, заботливой дочерью и просто счастливой женщиной. Переведем вместе. Международный женский день. Желаю всем женщинам добиваться совершенства во всем, быть хорошей хозяйкой, незаменимым сотрудником, ласковой женой, любящей мамой, заботливой дочерью и просто счастливой женщиной.
Следующий праздник. 9 мая. День Победы. Еще раз, Елена Васильевна, покажите, пожалуйста. День Победы. День Победы. День Победы отмечается 9 мая. День Победы отмечается 9 мая. Внимательно еще раз посмотрите перевод этого предложения. День Победы отмечается 9 мая. Именно в День Победы мы ощущаем большую гордость за свою страну. Именно в День Победы мы ощущаем большую гордость за свою страну. Ощущаем. Покажите, пожалуйста, жест отдельно. Гордость. Еще раз внимательно посмотрите перевод этого предложения. Именно в День Победы мы ощущаем большую гордость за свою страну. Переведем предложение вместе. Именно в День Победы мы ощущаем большую гордость за свою страну. Этот великий праздник не только для России, но и для других стран мира. Это великий праздник не только для России, но и для других стран мира. Елена Васильевна, еще раз покажите, как переводится слово «Россия». Россия. Страны мира. Спасибо. Теперь еще раз переведем это предложение. Это великий праздник не только для России, но и для других стран мира. Переведем вместе. Это великий праздник не только для России, но и для других стран мира. Поздравления! Примите поздравления в День Победы. Примите поздравления в День Победы. Так, еще раз давайте отдельно посмотрим жест поздравления. Теперь переведем еще раз полностью предложение. Примите поздравления в День Победы. Переведем вместе. Примите поздравления в День Победы. В этот день душа переполнена гордостью. В этот день душа переполнена гордостью. Давайте посмотрим жест переполнена. Переполнена. Гордостью. Как мы покажем? Еще раз. Гордостью. Еще раз внимательно посмотрите, как переводится это предложение. В этот день душа
переполнена гордостью. Переведем вместе. В этот день душа переполнена гордостью. Мы вспоминаем те боевые дни, поздравляем ветеранов. Мы вспоминаем те боевые дни, поздравляем ветеранов. Боевые дни. Боевые дни. Ветеранов, как мы покажем? Ветеранов. Теперь внимательно еще раз посмотрите предложение полностью. Мы вспоминаем те боевые дни, поздравляем ветеранов. Переведем предложение вместе. В этот те боевые дни поздравляем ветеранов. Желаем счастья для вас и ваших близких. Пусть сбываются мечты и не будет в жизни огорчений. Желаем счастья для вас и ваших близких. Пусть сбываются мечты и не будет в жизни огорчений. Еще раз посмотрите, пожалуйста, перевод. Желаем счастья для вас и ваших близких. Пусть сбываются мечты и не будет в жизни огорчений. Переведем предложение вместе. Желаем счастья для вас и ваших близких. Пусть сбываются мечты и не будет в жизни огорчений. А теперь переведем все поздравление. Примите поздравления в День Победы. В этот день душа переполнена гордостью. Мы вспоминаем те боевые дни, поздравляем ветеранов, желаем счастья для вас и ваших близких. Пусть сбываются мечты и не будет в жизни огорчений. На этом мы заканчиваем наше занятие. Спасибо за внимание. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.